Каждый пятый на Земле имеет патологию сердечно-сосудистого аппарата под названием гипертоническая болезнь. В медицине ее также называют артериальная гипертония. Патология может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом других болезней. Попробуем разобраться в причинах, которые провоцируют патологию, и расскажем о лечении в новом выпуске программы «Про здоровье». Артериальная гипертония – это состояние, при котором давление в сосудах постоянно повышено. Например, если вы измеряете свое давление и оно выше 140/90, это уже может быть поводом для беспокойства. Почему это важно? Продолжительное повышение может оказывать серьезное влияние на ваше здоровье, поражая сердце, почки и даже мозг. Артериальная гипертензия является одной из первых и печальных причин смертности и заболеваемости, и в то же время это очень коварная ситуация в том плане, что артериальная гипертензия постепенно, незаметно для человека повреждает весь организм. Коварность артериальной гипертензии заключается в том, что она долгое время может быть бессимптомной. То есть человек не измеряет давление, думает, что все хорошо, и в итоге уже попадает либо по скорой с гипертоническим кризом, либо приходит к врачу уже с высокими цифрами давления. И зачастую я вижу, слышу те истории, когда мы просто не измеряли, я же чувствую себя хорошо, и все значит хорошо. То есть 130 человек еще может почувствовать, 200 зачастую он может вообще не чувствовать. В чем дело? Сигнальная система, она просто разрушается от такого удара давлением. И постепенно изменяется весь организм. То есть это не возраст, это не возрастные даже изменения, хотя они, конечно, тоже как-то постепенно, а это та ситуация, когда человек просто накапливает эти эпизоды, допуская эти разрушения. Предрасположенность к гипертонии может быть наследственной. Если ваши родители страдали от высокого давления, вы также в группе риска. Но есть и другие факторы, о которых не стоит забывать. Спровоцировать развитие гипертонии могут следующие факторы. Наследственность. В большинстве случаев это заболевание передается по наследству. Сильные нервы, психологическое поражение, вредные привычки, атеросклероз артерий, чрезмерное употребление жирной пищи, соли, лишний вес, наличие болезней, имеющих артериальную гипертонию как симптом. Сама по себе гипертоническая болезнь является сосудистым заболеванием, для которого характерно стойкое повышение артериального давления. Коварство патологии заключается в том, что не все связывают головные боли, недомогания и другие симптомы с гипертонией, теряя драгоценное время, списывая все на банальную усталость. Больной дает возможность ей прогрессировать и переходить в более тяжелую форму. Как изменяются органы? Представьте себе замкнутую систему, да, то есть это насос сердца, множество труб, это сосуды, и в этой замкнутой системе повышается давление. По какой причине? Здесь уже множество причин. На эту тему можно говорить очень долго, и с этим врач разбирается на приеме. Здесь просто, ситуация, повысилось давление, значит, что будет в системе? Просто начнет разрывать сосуды, сердце. Но природа устроена так, что эта система очень устойчивая. Настолько устойчивая, что сердце готово и биться 500 лет жизни. Это самый надежный жизнеспособный орган. Оно просто начинает постепенно утолщаться. А значит, утолщенный миокард хуже. Питается, ему не хватает на эту толщину кровоснабжения. Начинает растягиваться. Эти полости, которые растягиваются, они, естественно, приводят к тому, что немножко клапана провисает. И это такое растянутое сердце, как насос, он, конечно, слабее начинает работать, приводя к сердечной недостаточности. Что происходит с сосудами? Если по нежной, такой тоненькой стеночке сосуда ударит сильной волной, гидравлической волной давления, то нежный эндотелиальный слой, он просто повредится. Организм моментально, очень быстро срабатывает на то, чтобы не повредился, не разорвался сосуд, то есть он тут же налипает тромбоциты, фибрин, холестерин, все, образуется бляшка. Она, атеросклеротическая бляшка, не потому что холестерин, а потому что там был удар, там было повреждение. И тогда утолщение, уплотнение в этом месте сосуда,
а значит препятствие кровотоку, а значит нагрузка на сердце. И вот так постепенно все происходит. А значит сужение еще этого сосуда и ухудшение кровотока вот какого-то участка организма. Обычно гипертония присутствует у половины людей старше 40 лет. У молодого населения, согласно статистике, это всего около 4%. Но следует учитывать тот фактор, что многие не придают значения временно появляющимся симптомам при начальной стадии этой болезни. Что происходит с мозгом? Инсульт, все знают прекрасно, это удар давлением, это там либо взорвалось, либо ишемия. Но то, что незаметно происходит для нас, мы думаем, голова закружилась, головная боль или что, удар давлением по мозгу. Мы не измеряем давление. Мы думаем, что это просто что-то там, магнитная буря, что-то другое, не зная об этом. Но в мозге формируется сосудистый очажок. И вот на МРТ часто мы видим вот такие вот описания. Множество очагов сосудистого генеза. Вот это и есть следы того удара давлением по мозгу. И со временем человек хуже помнит, хуже ориентируется, там голова кружится, тут помню, там не помню. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Что происходит с почками? Я уже все не описываю, но хотя бы захватив основные жизненно важные органы. Почки – это вообще уникальнейшая совершенно система, потрясающая. Я просто даже не представляю, но человек, наверное, еще не достиг такого уровня. Почки фильтруют 120-180 литров крови за сутки. Мощнейшая нагрузка, тончайшая мембрана, профильтровывающая всю кровь по 40 раз за сутки. И при этом они все возвращают обратно и убирают только то, что необходимо убрать. То есть вот такая вот тонко налаженная система. И представьте, по этой системе тонкой мембране ударило давление. Мембрана становится плотнее, а значит хуже фильтрует. И вот накапливаются всякие токсические вещества, которые тоже повреждают организм. И вот эта вся система потихонечку нарушается. Вопрос о том, откуда давление, причин тоже очень множество. Да вот 5 лишних килограмм уже будет давление. Почему? А потому что это уже тот участок, который требует тоже кровоснабжения, значит, больше нагрузка, и вот больше нагрузка на все органы идет. Возраст здесь тоже это все относительно. Есть понятие вторичной гипертензии, это отдельная совершенно тема, это влияние эндокринных желез, там, почек, надпочечников, щитовидной железы, масса этих. А бывает вот просто вот понятие гипертонической болезни, которая постепенно развиваясь, то есть это, ну, скажем, сбой такой в регуляции давления. И, естественно, если принимать препараты, а потом бросить принимать препараты, то этот сбой, он же не наладится. Оно уже, да, то есть самое главное понимать, что мы должны, даже если все хорошо, давление измерять и быть уверенным, что все хорошо. Если заглянуть вовнутрь организма, то причина гипертонической болезни – это раздражение сосудодвигательного центра, который находится в продолговатом мозге человека и отвечает за сужение и расслабление стенок сосудов. Для того, чтобы держать давление в норме, вот это важный момент, а не для того, чтобы просто, ой, поднялось, я вот сейчас собью, а дальше забуду. Нет. Именно для того, чтобы держать в норме, для того, чтобы сберечь сердце, почки, мозг. Вот о чем я сейчас говорила. И это прослушано нам намного дольше. Степени, да. То есть степени это уже, ну, чисто так для диагноза, все зависит от того, насколько повредились органы. То есть если идет гипертрофия миокарда, сердце меняется, это уже вторая степень. Когда нет еще изменений, это первая степень. И когда уже пошли осложнения, это либо инфаркты, либо инсульты, либо почечная недостаточность. Вот тогда это уже третья, тяжелая степень. Но независимо от степени, еще раз подчеркиваю, просто подбираются препараты гипотензивные. Они разные. И следует начать именно вовремя, когда все еще первой степени, когда все еще сохранено. И это очень важно. И тогда это долго прослужит. Это то же самое, что вот, например, новая машина, мы за ней ухаживаем, следим, все вовремя делаем, она очень долго работает. И также организм, он точно очень долго работает. Вот это очень важно на самом деле.
В зависимости от уровня повышения артериального давления и органов, которые страдают в первую очередь, появляются и разные симптомы патологии. Обычно больной приходит за помощью, когда поражаются органы мишени, поскольку именно они являются самыми чувствительными к скачкам артериального давления. Рассмотрим характерные симптомы, исходя из стадий гипертонической болезни. По словам специалистов, обычно скачок артериального давления фиксируется вследствие чрезмерных нагрузок или сильного психоэмоционального стресса. Симптомы могут совершенно не проявляться, но иногда мы начинаем замечать легкие боли в голове с тяжестью в затылке, тянущее чувство в области сердца, повышенную раздражительность, проявляются первые симптомы тахикардии. Давление при этой степени заболевания легко поддается корректировке. Головокружение, неясность в голове, какой-то вот дискомфорт, может быть, вот тут вот за грудиной. Но это может и не быть. Вообще может этого не быть. И чаще всего бывает так, что давление 130, а человек вот как раз это чувствует, как будто меня накрыло вообще. А 200, он вообще себя прекрасно чувствует. И это достаточно часто я вижу. Почему? Да 200, там все просто сигнальные системы, они все разрушены. Не подают сигналы. Вот и все. Поэтому ориентироваться часто вот бывает так. Ну а зачем я буду принимать? Там, мне же хорошо, я же ничего не чувствую. И обычно я отвечаю так. Ну что должно случиться, чтобы почувствовать? Инсульт? Давайте мы не будем этого дожидаться. Ни инсульта, ни инфаркта. Мы сбережем то, что вот нам Всевышний дал. Вот это вот дар, который вот мы просто бережно к нему должны отнестись. А бережно это значит вовремя отследить, вовремя прийти к врачу, подобрать. Подбор препарата иногда бывает такой вот непростой, иногда сразу, иногда приходится менять, добавлять дозы. И уже когда подбирается, следует держать это. Тоже, к сожалению, часто бывает такое, что приходит потом через какое-то время, вот опять, вот то все, говорю, честно. Он говорит, я пью нормально же, что, я 2 месяца не пью. Понятно. То есть регуляция, оно не становится. Вдруг мы не вылечиваемся, к сожалению, от этого. Это вот нельзя вылечиться, как нельзя вылечиться от возраста, от изменения такие. Но мы можем этот возраст молодой продлить. Существует много хитростей и приемов, которые помогут вам сбалансировать свое артериальное давление. Начните с простых шагов. Включите в свой рацион побольше овощей и фруктов, избегайте фастфуда и сладостей. Упражнения – это тоже ключ к успеху. Даже 30 минут прогулки в день могут существенно помочь. Физические нагрузки при артериальном давлении очень даже хорошо. Эти физические нагрузки, они позволяют, во-первых, сжигать лишние калории, лишние жиры, которые, одна из причин, вот этот жир в крови, значит, его надо протолкнуть по сосудам, как под давлением. Поэтому вот это все используется, все это сжигается, это первое. И второе, улучшается микроциркуляция. Открываются мелкие сосуды на периферии, то есть раскрываются все сосуды. Естественно, давление, и часто говорят так, я позанимаюсь, и у меня хорошее давление. Мне становится уже хорошо. Поэтому в данном случае я бы рекомендовала умеренные физические нагрузки. Это больше ходьба, растяжка, плавание, такого. И не рекомендовала бы такие чрезмерные силовые нагрузки, это подъем весов, это накачивание, потому что здесь идет напряжение, внутрибрюшное давление повышается. Здесь, естественно, немножечко кровоток меняется, и это может спровоцировать, особенно у гипертоника, подъем давления. Это не рекомендуется. Растяжка, ходьба, плавание – прекрасно. Нужно. То есть каждый день минут 40 – это хотя бы даже пусть дробно, но должно быть движение активное. Важно помнить, что высокое давление не всегда вызывает неприятные симптомы. Его иногда называют тихим убийцей, поэтому именно регулярные обследования и внимание к своему состоянию помогут предотвратить серьезные проблемы. Диспансеризация, конечно, необходима.
для сохранения здоровья нации, населения в том числе. Поэтому нужно очень серьезно относиться к этому и обращаться на каждый диспансерный осмотр к своему терапевту для того, чтобы не запустить какие-то болезни, которые мы сами можем не заметить, не ощутить. Это раннее выявление заболеваний и предотвращение осложнений. К примеру, если это со стороны эндокринной системы, чаще всего это сахарный диабет и нарушение толерантности к глюкозе, это преддиабетом называется в народе, когда мы длительное время можем ходить с повышением сахара, к примеру, там, до 10-11, но не ощущаете этого никак, а осложнения уже у нас развиваются. Поэтому ранняя диагностика способствует предотвращению развития осложнений этого заболевания, и мы можем взять под контроль вот эту болезнь. Сахарный диабет является фактором, который, конечно же, повышает риск развития гипертонической болезни, в том числе наряду с другими сопутствующими факторами. То есть это повышает риск развития гипертонической болезни. Каждый организм индивидуален, и поэтому каждый случай требует особый подход. И только врач может назначить правильное лечение, и оно напрямую зависит от степени протекания патологии и может быть разного характера. Пациент у нас обратился с жалобами на резкое снижение зрения левого глаза. Мы провели полную диагностику, в том числе и оптическую когерентную томографию. На оптической когерентной томографии мы выявили тромбоз центральной венной сетчатки, то есть верхней височной ветви. Здесь мы отмечаем выраженный отек, то есть кистозный макулярный отек. Далее здесь рекомендовано было интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза, минимум 3 инъекции, и, естественно, консультация кардиолога. Дальше, после того, как мы сделали инъекцию, мы уже получаем вот такой прекрасный результат, который порадовал нас. Здесь мы отмечаем уже улучшение, проявился макулярный профиль, и пациент стабилизировал свое давление, наблюдается у кардиолога, и у нас получает анти-VEGF-терапию, продолжает получать анти-VEGF-терапию. В основном первые приступы заболевания и обострения лечатся в условиях стационара. После назначаются медицинские препараты, которые больной принимает амбулаторно, но ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Артериальное давление, особенно неконтролируемые высокие цифры, они могут повышать внутриглазное давление, особенно у тех пациентов, у которых в анамнезе глаукома. Единичное повышение артериального давления, конечно, в целом не повышает глазное давление. Но у пациентов, у которых в анамнезе длительно 5-10 лет гипертоническая болезнь, особенно неконтролируемая, да, может повышать глазное давление. Когда повышается артериальное давление, сужаются сосуды всего тела, но и в целом сосуды сетчатки. Частое повышение артериального давления сказывает негативное влияние на сосуды глаз. Повышается проницаемость сосудов, повреждаются стенки сосудов, ну и тем самым повышает риск появления осложнений со стороны органа зрения. Когда кратковременное повышение на 10-15 единиц артериального давления, это в основном на сосуды глаза не влияет. Но длительное повышение артериального давления, частое повышение, это может влиять на сосуды глаз. Снижение артериального давления тоже влияет на сосуды глаз. И при повышении, и при понижении артериального давления сосуды глаз страдают. Как переднего отрезка глаза, но в основном сосуды заднего отрезка глаза. При понижении артериального давления человек отмечает туман перед глазами и кратковременное ухудшение зрения. Но при хронической гипотонии это может привести к ишемии сетчатки. Профилактика – это в первую очередь стабилизация общего состояния, то есть нормализация артериального давления. Второе – это плановые осмотры у офтальмолога. У пациентов, у которых в анамнезе гипертоническая болезнь, контролируемая, стабильная, у них обязательно год один раз должен быть профилактический осмотр. У пациентов, у которых неконтролируемо высокие цифры, высокое артериальное давление периодически, им обязательно каждые полгода нужен осмотр глазного дна. Если пациент отмечает резкое снижение зрения, появился резкий туман перед глазом после
повышение артериального давления, то там уже, конечно, уже в момент появления жалоб должен быть очный осмотр для того, чтобы посмотреть, нет ли каких-либо осложнений, таких как тромбоз центральной артерии, вены, сетчатки или их ветвей и так далее. Диета также является активной терапией. Ее необходимо соблюдать не только при первой стадии болезни, но и при медикаментозном лечении, а также для профилактики заболевания. Гипертоническая болезнь – это не приговор, ведь с ней живут миллионы людей. Вовремя начатое лечение, соблюдение диеты и здорового образа жизни помогут забыть о скачках артериального давления и вернуть вас к нормальной жизни. При повышении давления мы в первую очередь должны, конечно, обращаться к терапевту, либо же к кардиологу, а врач уже по симптомам подозрительным, которые может определить именно врач, он уже направляет по необходимости либо же к эндокринологу, либо же к нефрологу, это когда проблемы с почками и так далее. И выясняется причина вторичного повышения давления в таком случае. Со стороны эндокринной системы такие нарушения, как, например, диффузно-токсический зоб, акромегалия или же феохромоцитома, синдром болезни Ценга-Кушинга могут сопровождаться повышением артериального давления. И в таком случае для того, чтобы мы правильно подобрали лечение для нормализации давления, нам необходимо дообследовать пациента и выяснить эту причину. То есть, к примеру, диффузно-токсический зоб – это избыток гормонов щитовидной железы, которые вследствие сопровождаются повышением давления. И если мы будем пытаться нормализовать давление без нормализации гормонального фона, то мы не получим желаемого эффекта, и для этого необходимо обязательно дообследоваться и выяснять причину. И только выяснение причины и лечение основного заболевания, которое привело к повышению давления, повлечет за собой достижение желаемого эффекта в плане лечения. Артериальная гипертония – это вызов, который мы можем принять, если будем внимательны к своему телу, прислушиваемся к его потребностям и сделаем все возможное, чтобы сохранить здоровье. Заботьтесь о себе, и пусть ваше сердце бьется в ритме жизни, а не в ритме болезни. Помните, ваше здоровье в ваших руках. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.